друзья! Добрый вечер! У нас вечер. Я решила сделать творожные шарики к чаю. Муж попросил что-нибудь такого вкусненького. Вот, Вот. не хотел я встревать в разговор сначала, но сначала поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Муж попросил. Да. Ну, Все время что-то... можно было не говорить, а просто сказать. Мужу решила испечь или что-то там хочешь сделать мне. К чаю, да, творожный шарик и Маша хочет сделать. Я не против, я только беру камеру и снимаю. Сейчас я поснимаю поближе, подъеду к столу и поснимаю, из каких ингредиентов эти шарики будут. Ну, Маша там тоже вкратце, конечно, расскажет. Сейчас я заведу свою коляску. Что-то не захочется заводиться. Сейчас, друзья. Подъедем. Камера слегка дергается, это потому что у меня слабенькие руки. Сейчас. Ну, Маша, рассказывай, что вот я показываю на столе, что у нас есть. У меня здесь творог. Творог, я так понял, Не не зернистый, а такой вот, который как творожная масса, такой, давай. Возьму, значит, одно яйцо, сахар, 5 ложек, Опять столовых столовых ложек, ложек, да, ну, бликует. взяла. Потом соду пол чайной ложки взяла и 1,5 стакана муки. Ну, это потом посмотрим, как тесто будет. Тарелка белая, да, муки, друзья, не видно, я не знаю, вот так видно или нет. 1,5 стакана, вот Маша сказала, и меня удивляет, нету кефира, ничего такого. Из Ну, творога, делаем получается. только из творога, да. Разбиваю яйцо. Маша приступает. Так, перемешиваю, значит, сюда посыпаю сахар. И это я сейчас немножко перемешиваю. Ну, если точнее сказать, взбиваю, да. Да, немножечко венчиком поработаю. Раньше такие шарики делала, когда еще мы с мужем жили у ее мамы. Там. Ну, тут соседский дом, да, друзья, есть. Это родительский мой дом, и когда мы с Машей начали жить вместе, там у нас есть комната молодожен. Ну. Молоко есть, творог есть, все по другой было. Да, корова была своя. 2 коровы у родителей и у нас. Все время что-нибудь, да что-нибудь вот пекли, делали. Но это у нас как бы будем на масле растительном жарить. Было, друзья, молоко свое, простокваша своя, сметана своя. Масло муж сам крутил. Масло вместо маслобойки я сам это самое взбивал масло. Потом сыр Маша делала, отменный сыр. Все это было. Но сейчас вспоминаешь, да, какой это был труд. Это был труд, да. И вот я Маше говорю, давай заведем опять. Говорит, заведи, если тебе надо. А я, говорит, я уеду. Вот, говорит, и живи и с коровой, и со своей сметаной. Вот. Маша пока взбивает, я вот небольшой такой болтаю. Ну так, немножко. Так, потом, значит, добавляю я сюда творог. Так, добавляю творог, и это все перемешиваем, чтобы не было комочков. Маша вот как бы разминает этот творог. Да. Он как пастообразный такой, да. А на камеру, Маша, вообще это самое, видно, как будто это, белое просто и все. Я не знаю, бликует камера или что ли, но, думаю, понятно все равно. Но это такой быстрый десерт такой к чаю, я так думаю, да? Да, да, быстро делается. Быстрый десерт. Так, и добавляю сюда сразу пол чайной ложки соды. Я знаешь, что еще, Маша, подумал, это самое. Ой, но ты, конечно, это не сделаешь. Я люблю, когда вот такие
творожные пушечки или творожные шарики в белой глазури, ну так полосочки белого шоколада. Ну, конечно, сейчас Маша уже этим не будет заниматься, просто, наверное, скорее всего, сахарной пудрой, да? Да, посыпай сахарной пудрой Да. после этого уже. А я очень люблю, когда вот, ну, это правда магазинские такие пушечки, они в белой, таким белом декоре и очень вкусные. Вот, Так, дай я творог. поснимаю вот этот творог. Так, содой, значит, перемешала. О, Прям шипит. вот когда вот так делаю боком, то видно масса, а вот Ну. когда так, не очень. Так, немножко соли. Все равно мы каждую выпечку всегда добавляем немножко соль. Ну, буквально щепотку, да ведь. Просто немножко соли, потому что, ну, в рецептах, конечно, пишут, что вот соль, не пишут соли, а я почему-то все время вот Ну, там немножечко чуточку и все равно. добавляю, да. Так, значит, Ну-ка. муку добавляем, потом буду сейчас перемешивать все это с мукой. Муку, видите, она поделила, там не все сюда добавила, потом перемешает, наверное. Ну, это по консистенции, я потом посмотрю, сколько муки надо. Но здесь 1,5 стакана так-то. Ну, я ей говорю, что перемешает, потом посмотрит на густоту теста и если что добавит, если что, а убавить уже не получится. Да. Так, Вот. тесто сейчас до готовности сделаем. Сегодня, друзья, комментирую снова я. Не знаю, как там отнесутся зрители. Просто Без тебя не получается все равно. почему? Пирожки, вон, борщ сама делала, пирожки, и без моего участия, и очень даже похвалили тебя. Так, перемешиваем. Ну, все, полностью добавила муку. Ну вот уже сейчас тесто как-то густоватое уже, как тесто уже получается. Да. Ну, потом все, муки хватит, потому что потом слишком тугое тесто тоже не надо делать. Мгм. Так, тесто у нас готовое. К рукам не липнет. Так, и я пока это тесто оставлю на 15 минут, пусть постоит. Немножечко. А тем временем можно сотейник А тем временем, да, нагреть. Там, нагреть масло растительное и потом уже начать кидать. Лепить. Кидать тесто, лепить, кидать тесто в масло растительное, да. И будем обжаривать. Тесто 15 минут у нас постояло. Сейчас катаем колбаски. И потом будем разделять. И сделаем шарики. Ну, естественно, потому что название уже творожные шарики. Шарики. Творожные шарики. Да, может кто-то это тоже делает, потому что это тоже рецепт не новый, конечно. Но зато Раньше мы делали, наверное, на кефире. на кефире много раз делали, да? Разделять вот на такие брусочки. Не очень большие. Так, разогревается уже. Так, делаю такие шарики. Ну, к чаю в самый раз. Чай будет великолепно. К чаю в самый раз. У нас шарики готовы. Ну, вот такие примерненько. 14 штук у меня получилось. Сейчас будем класть масло растительное. Кидать. Ну, на таком среднем огне, потому что слишком, чтобы быстро не
разрумянились. Внутри потом будет не испечется, а Чтоб не подгорели. ну да, так на среднем огне и будем, чтобы были румяными, а не подгоревшими. Вон как румянятся уже. Пышечки наши. Набухли как. И ароматные. Угу. Сегодня пойдешь со мной на танцы? Сережа будет довольный. Ты на танцы сегодня со мной пойдешь? Танцы? Какие танцы? На дискотеку. Пойдешь? Клуб. Мы здесь будем танцевать. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Красиво. На экран вообще красиво смотрится. Пышные шарики. Да. Сколько держать-то надо? Но это пусть станут румяными. Ага. До румяности нужно испечь. Как и пончики, то же самое, также. Ты мой сладкий пончик. Ну вон у нас уже такие пончики. Значит, уже румяные такие, красивые. Не пончики же. Ой, шарики. Шарики. Вот, сейчас будем вытаскивать эти шарики. У-у-у. Вон какие. Кругленькие такие пушки. Да, они надулись, такими пышными стали. Туда нужно было бумажное полотенце постелить. И они будут весь лишний жир в их. Но я вот так вон какой ложечкой беру, чтобы масло растекало. Вон какие пышные. Надеюсь, вкусные. Получились. Здесь испеклись. Пожарились. Так, дальше добавляем так, вторая партия пошла. О! Да, красивенькие. И ароматненькие. Я смотрю, все румянится, все по плану, да? Да. Все красивенько. Видите, как они раздулись такие. Ну, действительно, пушки-кругляшки. Пушки-кругляшки Угу. Пышные. из творога. Угу. Потом будем пробовать и скажем на вкус. Обязательно. Плиту я выключаю. Ну и у нас здесь готовые. Вытаскиваем все, убираем. Вон какие пышные, кругленькие. О, какие. Не дышим, вытаскиваем шарики, даже не дышим. Почему не дышим? Боимся, чтобы не убежал. Последнее вытаскиваю. Все.
сахарной пудрой еще. Посыплю ли это все? Посыпаем все это. О, как красиво. Да? Красота. И ароматненькая, Маша. Ну, Замечательно. Во. Сейчас пускай немножко подостынет, Давид. ну да. И Вот будем пробовать потом с чаем. это ведь уже остыло, которое... Наливай чай тогда. Да, хорошо. ОТК пройдет или нет, знак качества поставим или нет. Прямо на камеру хочу показать, что, ну вот, что там испеклось. Видите как, друзья? Пуш-пуш делай. О, Пушные, пушные. пуш-пуш. Горячие еще, да. Очень пышные. Очень пышные. Сейчас, Маша. Ну как? М. Вкусненько? Мгм. Вторую половинку мне дашь? Давай я тоже укушу. Сейчас. Да. Пышно. Очень пышно. Ну, ставим я далеко, да. Ой, со сладким чаем так вообще. Ну, друзья, чавкаю пока. Да. Все испеклось. Все испеклось. Пушные такие, вкусные. Мне снова вторую половинку. Во рту тает. Вкус такой приятный. За кадром хрумкаю я, друзья. Так что очень быстро делается. Если хотите что-нибудь вот к чаю, вот сразу, чтобы по-быстрому, это можно приготовить. Чай хочу. Ой, замечательно. Не все, и все время хочется еще, еще, еще. Эту вкуснятину не могу оторваться, как говорится. Так что получилось очень вкусно, так что можете тоже делать такое дома. Надеюсь, очень понравится детям. Ну, Пышные, сладкие. я поставлю оценку 5 из 5 баллов. Лайков 1000. Молодец. Очень, очень вкусненько, очень, ну, вкусно, да. Вкусно, пышно. И к чаю самое то. Вот смотрите, сколько еще там есть. А я сейчас буду допивать свой чай. У меня где-то чай здесь. Допивать буду и наслаждаться такими вкусняшками. Все, друзья, всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока. Пока-пока.